Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня я расскажу и покажу интересные события о традициях, туризме и повседневном бытии Якутии. А именно о том, куда дошли якутские всадники на якутских конях, немного об арктических новостях и о подготовке к грядущему столетнему юбилею якутской автономии. Ну что ж, приступим. Участники конного похода на якутских лошадях «Полюс холода» Москва дошли до города Якутск. Это уже пятый крупный город в маршруте. Как отмечают участники похода, погода очень переменчивая. Ветер, грязь, снегопад и гололед. Напомним, конный поход на якутской породе лошадей Мичил Неустроев и Дугуйдан Винокуров начали 5 марта с «Полюса холода» в Аймеконском улусе. Всадники уже преодолели более 7 тысяч километров по тайге, степям, проселочным дорогам и трассам. Коневоды собираются дойти до Москвы, чтобы встретить там якутский праздник «Лето Исэх», посвященный столетию автономии республики. Весь путь путешественников составит порядка 15 тысяч километров. Всем добрый день. Вот мы в городе Кемерово. Приехали вчера. Лошади вот отдыхают, кушают. И нам выделили такое помещение. Она сквозная. Так, нормально. Лошади стоят, кушают. Лошади чувствуют себя отлично. Вот. А завтра, думаем, перекуем их. У нас подковы уже, все, передние подковы у нас отвалились. Здесь перекуемся. И послезавтра дальше двинемся в сторону Новосибирска. Вот. Мы прошли с Аймекона, с полюса холода до Кемерово. Вот, где-то около, чуть больше 7 тысяч километров. Осталось у нас где-то 4 тысячи километров. Вот. Так вот, идем отлично. Всем хорошего дня. До свидания. А уже совсем скоро, а точнее 27 апреля, в день столетия республики, состоится всеобщей осохой. Массовое исполнение традиционного хороводного кругового танца народов Саха осохой станет символом сплочения многонациональных народов Якутии. По всей республике уже начали подготовку к этому значимому событию, которое в качестве флеш-моба пройдет одновременно во всех уголках Якутии. В столице местом проведения определена Комсомольская площадь. Предполагается, что хороводный танец состоится сразу после праздничного шествия, посвященного столетию ЯССР, который пройдет по улице Кирова от перекрестка с улицы Ярославского до улицы Лермонтова. После осохи на площади состоится эстрадный концерт. Также к вековому юбилею Республики Почта России выпустила специальные конверты и открытки. Конверты и открытки уже поступили в продажу в главпочтам города Якутска. Тираж изделий ограниченный и составляет по 2500 экземпляров. Уникальные доисторические останки древнейших животных, обитающих на территории Якутии, выставили в музее мамонта Северо-Восточного федерального университета. И это не только туши и останки мамонтов, но и исторические предки нынешних домашних животных. В музее побывала наша съемочная группа. Подробнее. И вот он лежит. Эти муллар батта, собону. Вот примерно такую же схему мы сделали. Его покрыли мокрым снегом. Вот я стою, на английском языке разговариваю с американским ученым. Первыми посетителями уникальной выставки стали учащиеся школ города. Для них здесь рассказывают об истории создания музея и о первых находках останков доисторических животных. Данная выставка приурочена к дням Верхоянского района. Открытие состоялось 26 числа этого месяца. Также приурочена ко дню дня рождения Никиты Семеновича Горохова, 175 лет в этом году ему должно было исполниться. Он является уроженцем Верхоянского района и первым из якутского народа ученым. Вот. Первая находка из животно-мамонтовой фауны была обнаружена им. Это в 1877 году обнаружил второго шерстистого носорога по счету.
Как мы знаем, сегодня на территории России, да и в мире, Якутия является уникальной точкой на карте мира, где палеонтологи находят туши различных доисторических животных. Этим самым вносится неоценимый вклад в изучение антогенеза животного мира. Так, например, сегодня здесь представлены туши маленького бизоненка и прародитель непарнокопытных ленская лошадь. Более подробно о них расскажите, когда они были найдены и в чем ценность. Ну вот, эти два экспоната были обнаружены в 2009 году в Верхоянском районе. Местонахождение называется Батагайка. Автор находки является Стручков РЛ. То есть в один год в одном же местонахождении он обнаружил две уникальные находки. Первая находка, получается, это ленская лошадь. Весной 2009 года он со своими друзьями обнаружил данную лошадь, которая стала первой находкой, после которого узнали происхождение современных якутских лошадей. Вот. Вторая же находка в том же году, осенью, Стручков РЛ уже один обнаружил данного теленка бизона. Эта находка является последним доказательством обитания нашей территории бизонов. Возраст его составляет более 8000 лет. Еще один уникальный экспонат – туша маленького жеребенка, которая сохранилась в первозданном виде. По словам ученых, жеребенку было всего 1,5-2 недели от роду. Ранее его не экспонировали посетителям. Теперь любой посетитель музея может увидеть его через стекло, а сам экспонат лежит в холодильной камере. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Ну а теперь немного об арктических новостях. В арктических районах Якутии продолжается перегон оленей. По расстоянию и количеству оленей похожие перегоны совершались лишь в советское время. В современной истории нашей республики такое впервые. Перегон оленей будет длиться более 2 недель. Расстояние от местности Чубукалах до оленеводческого участка Саханджа, Булунского улуса, составляет около 600 километров. В перегоне участвует бригада предприятия «Булунское». Это старейшее в республике предприятие, которое занимается добычей рыбы и разведением оленей. Команде предстоит преодолеть сложный путь по лесотундре и горам Верхоянского хребта. В перегоне также примет участие студия документальных фильмов «Кюн Олоро», чтобы запечатлеть редкое в наше время событие. Также в республике продолжается слет оленеводов, традиционный праздник народов Севера. На праздник съезжаются оленеводы, рыбаки, охотники и местные мастера. Каждый год этот яркий самобытный праздник привлекает тысячи гостей из разных городов России и зарубежья. Гости слета имеют возможность попробовать национальные блюда северных народов и узнать о традиционном быте коренных народов. Большое внимание организаторы слета уделяют поддерживанию традиционных видов спорта малочисленных северных народов. Проходят состязания по северному многоборью, гонки на оленях упряжках, набрасывание аркана и прыжки через нарты. И, пожалуй, самое главное и значимое событие праздника – это все же оленьи гонки. К нему коренные жители готовятся весь год. Эти гонки для местных не только возможность показать своих оленей, но и шанс побороться за достойные призы. А вот в Горном Улусе прошел республиканский традиционный конкурс по национальной ловле рыбы народов Саха «Куюр». Этот конкурс – настоящее гуляние для жителей. В начале праздника проводится обряд благословения и очищения. На соревнования приехало 8 команд со всей Якутии. Победу одержала команда Верхневилюйского улуса. Второе и третье место – команды из Амги и Горного Улуса. Также в программе были различные национальные спортивные соревнования и концерт. А улов был действительно богатым, благословенным. Соревнуемся дали 1,5 часа. За это время они могут прорубить сколько угодно лунок. Главное соревнование – количество пойманных рыб. Судьи будут оценивать вес улова. Это могут быть и караси, и галяны, и ельцы.
С Дмитрием Михалевым соревнуемся давно, на протяжении нескольких лет, иногда отдельно, иногда вместе. Недавно выиграли соревнования в нашем селе и теперь приехали участвовать на этом республиканском соревновании. Обычно обходим местность, ищем озера, потом идем односельчанам и рыбачить. В этом году уже в 5 озерах рыбачили. А вот необычайный и уникальный подарок сделал якутский этномолог, специалист по жестококрылым насекомым Александр Аверинский. Передал Институту естественных наук Северо-Восточного федерального университета в дар коллекцию насекомых. Экспозиция включает в себя более 300 жуков и свыше 100 бабочек. Насекомые населяют всю землю. Живут в воде и на суше, в пустынях и в снегах, на вершинах гор и в глубинах водоемов. Это один из самых многочисленных классов животных. По примерным подсчетам, на планете живут около 10 квинтиллионов насекомых. Выставка на территории ботанического сада СВФУ будет действовать до осени. Вход свободный. Как ботанический сад мы являемся такой площадкой для экологической, такой просветительской деятельности у населения и представляем вам вот эту вот коллекцию, которая представлена около 300 видов жуков и около 100 видов бабочек. Это не только насекомые нашей флоры, то есть якутские, но и животные, насекомые, которые не обитают в Якутии, но тем не менее они очень интересны, и мы бы хотели, чтобы как можно больше людей познакомилось с ними и увидела, какие они прекрасные и необычные. Ну а на сегодня это все. Смотрите News on Air. Завтра в это же время я расскажу о самых интересных событиях, касающихся традиции, быта и туризма нашей большой и загадочной Якутии. До новых встреч в эфире.